24 гектара земли, 10 сортов яблок и 100 тонн урожая в прошлом году. Саженцы с юга, но яблони хорошо плодоносят и в селе Бик-Утеево Буинского района. Жамиль Давлетшин говорит, почти весь урожай раскупили еще осенью. Сорта такие, что яблоки хранятся до весны. С каждым годом свой бизнес расширяют, санкции и ограничения только подстегивают развиваться дальше. Мы посмотрели, поездили и выбрали именно такие сорта, которые на данный момент уже востребованы. Материалы подорожали, логистика все подорожает. Как-нибудь переживем все это. Опытом татарстанского коллеги заинтересовались фермеры из других регионов. Ищут способы развиваться в новых условиях. Кто-то уже занимается растениеводством и планирует увеличить объемы. Другие еще только хотят перейти в сельское хозяйство. Занимаемся электроснабжением промышленных, гражданских, сельскохозяйственных объектов. В связи с последними событиями в стране и в мире в целом задумались серьезно о производстве сельхозпродукции. Обменяемся контактами. Еще раз придется приехать, посмотреть, как люди работают. Компании, которые раньше, скажем так, экспортировали товары сельхозназначения в Россию, как раз открывается та ниша именно для наших фермеров. И наши фермеры готовы поставлять продукцию. В Буинском районе больше 100 фермерских хозяйств и 1800 индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Пользуясь тем, что освобождаются новые ниши, предприниматели задумываются, какие ниши занять, для того, чтобы эти линии не пустовали. И ведем работу уже наперед. С этого у нас начинается работа. Швейный цех в селе Исаково заработал всего 2 недели назад. Арендовали здание бывшей школы, с финансированием помогли инвесторы. Руководит всем Расима Галяудинова. В такой неопределенной ситуации рискнула открыть бизнес. Уже успели наладить производство, заказов много, шьют мешки для удобрений и семян. Смогли трудоустроить сельчан, планируют расширяться. За материалы не переживают, все поставщики российские. Успели закупить все материалы. У нас проблем пока нету. Покупатели есть, находим. Связываемся, планируем расширяться, будем потом шить, отдельный цех откроется, мешки для сахарного песка. Это уже крестьянское фермерское хозяйство Раиля Хисамова. На конеферме 60 лошадей, и выращивают их исключительно на переработку. Из конины делают козылык, отправляют готовую продукцию по всей России. Производителей идет поддержка, это уже чувствуется, народ берет, побольше стал набрать. Изучили опыт местных хозяйств, обменялись контактами и договорились о сотрудничестве. Завтра сход предпринимателей завершится пленарным заседанием с участием президента Рустама Минниханова. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Буинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.